давайте зададимся вопросом, почему на Дальнем Востоке высокие тарифы. Заметили, что когда мы с вами приняли закон о перетоке денег из первой и второй ценовой зоны на Дальний Восток, под этот закон фактически не попали только 5 субъектов федерации, а южные субъекты федерации не попали. Почему? Потому что на севере, значит, если бы сейчас мы как бы установили им тарифы без учета перекрестного субсидирования, которые они отправляют на дизельную энергетику, на локальную энергетику, вы увидели, что там тоже более-менее нормальные тарифы. Разве высокий тариф на Колымской ГЭС? Разве высокий тариф на Вилюйской ГЭС? Разве высокий тариф на Якутской ГРЭС? Да нет, конечно. А просто они берут на себя, значит, вот эту локальную энергетику. Вот там корень находится. Значит, вот этот корень, значит, и надо лечить, так, если он нарывает. Поэтому надо создать в рамках национального проекта по Дальнему Востоку специальную программу модернизации локальной энергетики. Наполнить ее деньгами бюджетными. Не трогать вот эту всю тарифную систему и то, что сейчас есть. И реализовать эту программу. Почему мы там можем получить большой экономический эффект? Потому что у нас на Дальнем Востоке порядка 500 дизельных электростанций локальных. И они все, на самом деле, созданы в 1950-е годы. Даже если поменять только дизели, там можно получить экономию порядка 30-40%. А я уже не говорю о том, что надо одновременно сделать и комбинацию, современные вот эти ветровые электростанции поставить, значит, солнечные батареи и так далее, учитывая в том, что сейчас появились специальные аккумуляторы для того, чтобы раньше их не было, как аккумулировать электроэнергию. Сейчас это все есть оборудование. Значит, и за счет этого снизить тарифы. За счет расширения централизованной зоны электроснабжения. Линии электропередач надо, значит, делать на севере Дальнего Востока. Например, Якутск, Магадан и дальше на Чукотку. Значит, так, за счет использования местных первичных энергоносителей. Почему, например, уголь на Яну возится из Кузбасса, когда там рядом, понимаете, угольные разрезы на Колыме? Почему? И так далее. Значит, короче говоря, должна быть создана эта программа. И, значит, можно естественным путем снизить тарифы существенным образом. Затраты, естественно, натуральные затраты снизить. Расходы топлива, расходы, значит, собственно, расходы электроэнергии, расходы на зарплату и так далее, и так далее. Вы скажете, ну, как бы, а где окупаемость этой программы? Окупаемость вот она. Значит, если вы вспомните о том, что существует фонд финансовой поддержки регионов, в котором существует фонд выравнивания бюджетной обеспеченности регионов, то вы увидите, что там есть формулы, как субъекты федерации получают оттуда деньги. Они получают, исходя из расчетных затрат, в том числе, значит, вот на эти самые удорожания. Поэтому, когда будет реализована эта программа, Минфин может смело уменьшать, значит, перечисление субъектам федерации субсидий из фонда финансовой поддержки. И этим достигается окупаемость. Но надо создать такую программу и рассчитать. Поэтому я предлагаю вместо первого пункта написать, пусть создают программу, значит, модернизации локальной энергетики на Дальнем Востоке. И за счет этого, значит, естественным путем снизить тарифы. И эта реализация должна совпадать с тем временем, на которое мы снижаем тарифы за счет первой и второй ценовой зоны. Вот я предлагаю это вместо первого пункта. Теперь второе. Я вот из своего опыта могу сказать, что я признаю, что Минэнерго России, значит, самая организованная структура среди других министерств и ведомств. У них действительно, значит, очень четко выстроено планирование долгосрочно, стратегическое, иерархия документов и так далее. Но время от времени они нуждаются, подходы наши нуждаются в корректировке. Вот смотрите, какие важные изменения происходят на Дальнем Востоке. Пункт первый. Значит, туда включены два новых субъекта федерации со своими проблемами и так далее, и так далее. Их надо рассмотреть, потому что мы традиционно все мыслим в рамках ОС Востока и так далее. Значит, рассмотреть не только по отдельности, но и во взаимодействии с энергосистемой Дальнего Востока. Когда, наконец, в конце концов, будет решен вопрос о соединении энергосистемы Сибири и Дальнего Востока через, значит, узлы, значит, энергоузлы на БАМе и на Транссибе, в Магаче и в Хане? Когда он будет решен? А можно было бы организовать перетоки электроэнергии туда-сюда. Значит, появляются совершенно новые субъекты, возможные субъекты рынка. Вы знаете о том, что «Газпром», осваивая Чаядинское месторождение газа, собирается построить там гигантскую электростанцию? А вы слышали о том, что «Алроса» подписала соглашение с иркутянами
о том, что они будут ставить 4-й агрегат на Белорусской ГЭС и строить на Среднебутовинском месторождении газовую электростанцию. И подавать все это, значит, в Иркутской области Читу. А вы знаете о том, что Мешел запланировал строительство большой генерирующей электростанции на промпродукте на Эльгинском месторождении угля? Появляются новые желающие участвовать в этой энергетике, так? А мы говорим, что у нас энергосбыточная система. А с другой стороны, вот Светлана Петровна, значит, если у вас филиал ВС Востока, в этом Русгидро филиал Приморская генерация, туда входят несколько электростанций, например, Артемовская ГРЭС, Партизанская ГРЭС. Да, они вам дают в балансе мощности. Что это за ГРЭС? Значит, да, их снести надо уже давно. В 30-е годы построены, в годы первых пятилеток, энтузиазма. Так, значит, они у вас в балансе. Из-за своей дряхлости и устарелости, помимо всего прочего, они вам повышают еще тарифы. Потому что технология такова, понимаешь, что там расходы и так далее. Кроме того, появляются совершенно новые проекты, которых раньше не было, которые не учитывались при разработке стратегии развития энергетики и так далее. Например, Яно-Колымская металлогеническая группа на Магадане, так? Значит, и так далее, и так далее. Поэтому вторым пунктом я предлагаю, воспользовавшись тем, что мы должны создать национальную программу развития Дальнего Востока, сейчас, значит, как бы обновить, сделать специальную программу развития энергетики Дальнего Востока и Байкальского региона и вставить ее, встроить туда, в эту национальную программу. Вот там-то можно и получить, значит, и дополнительные источники финансирования, которые обрадуют, допустим, Минэнерго. Это второй вопрос. Ну и третий вопрос, он совершенно дальний, значит, но тем не менее, все-таки мы же должны думать на много лет вперед. Вот сейчас весь мир, значит, занят идеями о возобновляемой энергетике. О чем обычно говорят? О солнечной энергии и о ветровой. Я как бы опущу, значит, все это и скажу, а почему мир не говорит о гидроэнергетике? Ведь она гораздо экологичнее, экономичнее, значит, чем солнечная энергия. Да потому что развитые страны на 96% используют гидропотенциал. А Дальний Восток, значит, использовал его на 5%. Можно построить 10 электростанций, начиная от Мовской ГЭС в Бурятии, значит, и кончая Учурской, понимаешь, так, в Якутии. 5 субъектов федерации в этом могут участвовать. Это может стать отраслью специализации Дальнего Востока в международном разделении труда. Мы можем стать поставщиками, значит, электроэнергии, так же, как мы поставляем рыбу. Так? Ну вот сейчас идут же интеграционные проекты. Президент Российской Федерации вместе с Си Цзиньпином все время говорят, ну вот мы хотим согласовать планы развития Северного Китая и Дальнего Востока, но у нас что-то не получается, идей нет. Значит, ну вот вам проект. Значит, так, на будущее и все остальное прочее. Значит, но как бы не получается. Никто этими вопросами не занимается, а можно было бы уже сегодня развернуть строительство 2-3 гидроэлектростанций. И деньги для этого были, и есть, и будут. В чем здесь причина? Почему как бы вроде как некому этими заниматься вопросами? Ну потому что у нас на Дальнем Востоке 5 разных хозяев в электроэнергетике. Это 5 больших крупняка, начиная от Русгидро, понимаешь, наши ФСК. А если посчитать еще мелочь всякую разную, там их сотни. Вот их много, а хозяина нет. В этих условиях, конечно, Минэнерго должна, наверное, на себя брать, значит, вот эту вот работу. Но вы, к сожалению, при всем вот моем уважении и похвальбе, которую я вам отдаю, все-таки как бы немножко зациклитесь вот на текущих балансах. Надо смотреть в будущее. Поэтому предлагаю третьим пунктом написать, пусть они рассматривают вопрос о развитии энергетики Дальнего Востока как отрасли специализации Дальнего Востока в общероссийском и азиатско-тихоокеанском разделении труда. Речь идет о создании сетей электростанций для экспорта. Вот 3 у меня предложения. Спасибо большое.